Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Ваша личная жизнь в июле. Что ждет и что точно будет. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песочек все покажет и все откроет. Также всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, надеюсь, вы все уже настроились, на себя загадали, на июль загадали. Теперь я обращусь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы и пошлите только нужную, важную и полезную информацию. Ух ты, вам клевер вышел. Клевер — классный знак. Удача, везение, какие-то нереально крутые судьбоносные события. Под этим клевером, смотрите, мужчина красивый, статный, сильный, интересный. И еще и как это, чарочка у него в руках, либо бокальчик, да, бокал несет. Под клевером прячется, ну надо же. Повезет так повезет. С каким-то очень крутым мужчиной познакомитесь, всем подружкам на зависть. Ну, к этому мужчине мы немножко позже вернемся, потому что меня очень смущает то, в каком вы состоянии входите в июль. Тут до июля буквально 2 дня осталось, а вы прям разбитая какая-то. Сил нет, усталость, сердечко болит. Либо из-за какого-то мужчины сердечко болит, либо в принципе жизнь такая тяжелая, неспокойная, все на себе тащите и вот прям надрываетесь, мне идет. Форма. У вас не лучшая форма, но это не физическая форма, а состояние души, да, вот с надрывом, с усталостью, вся какая-то вы измотанная, кто-то из вас еще, возможно, приболел, вот все навалилось, тяжесть бытия, да, тяжесть жизни, это все на ваших плечиках хрупких. Как вы знаете, устала, я реально устала, мне тяжело. Вот в этом состоянии вы уходите в июль. Но если причина мужчина, потому что тут еще один мужчина прячется, но мужчина с вашей стороны, стрелка вниз с этим мужчиной, то ли вы расстались с этим мужчиной, то ли мужчина вас разочаровал, то ли, может быть, вообще какие-то треугольные отношения, и вы такая, ну все, с меня хватит, я не хочу больше ждать, я не хочу больше верить, надеяться не хочу. Вот как вы полны решимости, либо вы уже решились и это сделали, порвать с кем-то отношения. И это болезненное решение, как бы вы, конечно, не храбрились, но все равно это болезненное решение, и это на вас давит. Это как будто бы силы у вас забирает, как будто бы из вашей души всю энергию высосали, одна оболочка осталась. Да, с каким-то мужчиной стрелка вниз. Усталость, разочарование, либо, в принципе, разошлись, расстались, разругались. Но есть и положительный момент. Вы с глаз повязку сняли. Тут такая повязка показана, как, знаете, вот для сна на глаза надевают такую штучку, чтобы темно было, да? Не помню, как она называется правильно. Но кто помнит, напишите в комментариях. Как будто бы вы эту штучку сняли и такая, боже мой, на кого я время тратила, либо с кем я время тратила, как я докатилась до жизни такой. Тут и на мужчину обиженный, на себя тоже злитесь, что так все это у вас зашло не в ту сторону, да, в тупик все зашло. Но вот есть желание, есть запрос на новую жизнь. И небеса ваше желание одобряют. Небеса ваше желание слышат, мои хорошие, и видят вас, и слышат. Вот поэтому у нас, скорее всего, этот клевер и этот новый мужчинка под клевером прячется. Что я хочу сказать? Ну вот месяц между 2 мужчин идет, а может быть даже и больше мужчин. Здесь вы как магнит любви, магнит желания. Даже если вы в себе этого не ощущаете, но вы действительно магнитом становитесь. Этот магнит пробуждается у вас где-то на уровне солнечного сплетения и начинает со страшной силой притягивать мужиков в вашу жизнь. Тут и бывшие, и новые, и знакомые, и незнакомые. Вот прям мужики потянутся, как карусель какая-то из мужиков. И все это, знаете, по кругу, не дают вам проходу.
И вот вы одна, эти мужики хороводы водят, да, то справа налево, то слева направо, да, по часовой стрелке, против часовой стрелки. И прям мелькают, мелькают, мелькают рядом с вами. Давно такого в вашей жизни не было. Но давно вы так не магнетизировали, примагничивали мужчин. Но это будет происходить. Кто-то из вас воспримет это как действительно добрый знак, и будете прям перебирать этими мужиками, будете ими жонглировать. Ну, а кто-то из вас даже немножко будет уставать. Что-то у меня камера тут наклонилась. Немножко даже будет уставать от этого мужского внимания. Вспоминается эта песня, да, «Дождь из мужиков», «Мужицкий дождь». Вот приблизительно такое состояние. Девчонки, если вы поедете куда-то на отдых, многие из вас, возможно, поедут, судя по этой отсыпке, то вам просто не будут давать прохода мужчины. Можно вы будете публиковать фотографии в свои соцсети, и ваши бывшие будут смотреть, пускать на вас слюни, будут истерить по поводу вас, пытаться вас вернуть. Ну, что-то сумасшедшее будет происходить, и то, что действительно на вас повлияет на вашу самооценку, повлияет на ваше состояние, на ваши ощущения. Даже если устанете от мужского внимания, все равно это вам в плюс пойдет, да, потому что самооценочка растет не по дням, а по часам. Каким-то там часам, по минутам и секундам. Прям помяните мое слово, в мужицком внимании будете прям купаться с утра до ночи, да, вот как душ, да, душ из внимания, из признаний и даже из каких-то мужских истерик по поводу того, что «А почему ты не обращаешь на меня внимания, ты что, меня разлюбила, а давай вспомним, как нам было хорошо, да, либо я обещаю тебе все и сразу, со мной ты будешь самой счастливой», да, вот такие моменты. Но если вы никуда не поедете, то и местные мужики проходу давать вам не будут. Действительно меняется по этому магниту полярность, энергетика ваша меняется. И мужики очень остро будут на это реагировать. Ну, просто спокойно не смогут рядом с вами существовать. Так, еще девушки, женщины, которые задумали действительно какие-то перемены для себя, обязательно делайте. Месяц для вас будет очень хорошим, успешным. Тем более месяц у нас начинается с роста Луны. Не на убыль идет, а именно рост. Поэтому все изменения в себе, в жизни, они все пойдут вам на благо. Обязательно делайте. Так, и еще по поводу этого нового мужчины. Давайте я вам расскажу. Знакомство с этим мужчиной для вас действительно как знак удачи. Вы, возможно, знакомы с разными мужчинами, и мужчины там и возрастные, и сильные мира сего, и бизнесмены, и простые работяги, там ученые, талантливые и прочее, прочее. Но такого качества мужчин у вас еще точно не было. С этим мужчиной сама судьба вас сводит и знакомит. С этим мужчиной, ну, вы точно не пропадете. Вот единственное, что я не могу понять, этот мужчина идет для любви, либо для какой-то активности, деятельности в вашей жизни. Хотя одно другое не исключает. Мужчина не просто идет, он с собой что-то несет. Помимо этого знака удачи, он еще с собой что-то несет и в правой руке, и в левой руке. Благодаря этому мужчине над вами радуга. Радуга – это счастье, это радость, это какие-то незабываемые впечатления. Этот мужчина, он ключевой, он какой-то особенный. Если идет для любви, ну, потеряете голову от этого мужчины, а он потеряет от вас. И этот мужчина подарит вам лучшую жизнь, лучшие возможности и действительно настоящую любовь. Ну, любовь, страсть, да, со всеми вытекающими. И если человек идет для того, чтобы для вас что-то сделать, чем-то помочь, то такой помощи вы еще никогда в жизни не получали. И так много, и так качественно для вас никто и никогда не делал. Да, вот так мне идет. Какой-то он особенный, уникальный. По крайней мере, для вас он такой особенный, уникальный. В принципе, он для всех, наверное, такой. Но вот вы прям для себя подчеркиваете, что, Боже, ну как посланник небес, ну вот разных мужиков знала, ну чтобы вот таких никогда, да, никогда не было опыта общения с такими мужчинами. Вот. Благодаря этому общению, правда, вы чувствуете себя на этой радуге, на гребне этой радуги, и вам нравится то, что с вами происходит. Вы судьбе благодарны, вы небесам благодарны, вы мужику этому будете благодарны за то, что он в вашей жизни появился. А он где-то рядом, понимаете, у вас тут знакомство,
Ну вот оно буквально в начале месяца происходит, ну максимум там к середине, да. Мне больше идет, что в начале месяца. И мимо друг друга вы точно не пройдете. Где познакомитесь, я не вижу. Ну вот клевер показали, значит, этого должно быть достаточно. Да, это удачное знакомство, это счастливое знакомство. И мимо вас оно точно не пройдет. По поводу зависти, да, вам будут завидовать, ваши знакомые женщины будут завидовать. Кто-то будет завидовать черной завистью, кто-то будет завидовать по-дружески, знаете, там, с любовью. И будут вас там хлопать по плечу и говорить: а, какая ты счастливая, вот тебе повезло, да, такого мужика отхватило. Вы будете улыбаться и будете понимать, что все-таки да, есть правда в этих словах. Ну, а кто будет завидовать черной завистью, там уже и всякие претензии в ваш адрес, что вы там и то, и сё, и такая, не такая. Там просто не обращайте внимания, поверьте, они сами себя этой завистью наказывают. 9, 19, какие-то особенные даты, особенно в проявлении мужчин. Мужчин из вашего окружения, мужчин из вашего прошлого. В одну из этих дат вы прям себя по-настоящему счастливой почувствуете. Может быть, вам что-то будет предложено, либо сказано, да, вот прям почувствуете, что вы очень счастливая. И еще по поводу вашей личной жизни могу сказать, что вы за этот 1 месяц очень многое проработаете. Проработаете именно в себе. Самооценка, как я уже говорила, какие-то комплексы, какие-то сомнения, переживания. Вот вы это все в себе проработаете, как очиститесь от шелухи, от ненужного, от того, что вам по жизни мешало, от того, что вас затеняло на самом-то деле. И также все обряды и ритуалы, которые вы будете проводить на любовь, на счастье личное, очень шикарно у вас работают. Особенно хорошо сработает посещение особенных мест, ритуальных мест, мест силы. Вот прям на благо вам пойдет, вы прям это будете чувствовать, как окрыленная будете ходить. Мне очень нравится наличие обилия троек. Смотрите, 1 тройка, 2 тройка. Тройки прям за вами ходят, вас преследуют. Тройка – это дружба. Это желание с вами подружиться, это желание с вами общаться, это желание быть вам удобным, угодным помогатором. Несколько мужчин прям очень ярко себя в этих тройках проявят. То есть, ну, можно пользоваться мужчинами, их силой, их возможностями. Вот нужна помощь. Любого попроси, любой будет рад вам помочь. Так что этого момента не стесняйтесь. Если мужчина предлагает, либо не против, почему бы и нет. Вы слабая девушка, хрупкая девушка. Пусть мужики делают тяжелую работу, либо для вас что-то делают такое серьезное. Пусть чувствуют себя джентльменами, пусть чувствуют себя рыцарями. Да? Позвольте им быть такими. И это совет такой еще вам тут идет: побольше смеяться, улыбаться. У вас улыбка очаровательная, а смех, он просто божественный. И когда вы улыбаетесь и смеетесь, особенно если это идет в отношении мужчин вы делаете чрезмерно счастливыми. То есть им не надо ничего говорить, там, не надо каких-то комплиментов, не надо слов благодарности. Просто поулыбалась, посмеялась, и все, и мужчина блаженный, он счастливый становится. Почаще улыбайтесь и не стесняйтесь посмеяться, в голос посмеяться. Поверьте, для мужчин ваш смех – это как прекрасная божественная музыка. Именно так вас будут воспринимать. Так, вот здесь слева показывают какую-то женщину, которая из-за вас будет очень сильно раздражена. Не знаю, может, это какая-то ваша местная красавица, как первая леди. Вот. Из-за вас она будет очень нервничать, потому что вы явно ее затмите. И уже она не будет считаться красавицей, уже на нее никто внимания не будет обращать. И она даже как-то будет пытаться вас копировать. Да? Копировать вашу манеру, поведение, образ, стиль, одежду. Да? Вот будет копировать. И это будет так топорно. Все будут просто вот так тыкать пальцами. И не раз вы услышите, что эта женщина под вас косит. И это будет правда. Ну вот все, она неудачница. Ее время прошло. Теперь она не первая красавица и даже не вторая. Где-то там, знаете, на лавке запасных сидит и нервно курит. Мне идет именно такой момент. Как нос ей утрете, да? Либо на место ее поставить. Ну, такой миленький моментик.
Так что, девочки, месяц у нас просто шикарный. Шикарный даже не столько вот на любовь, на знакомство, на эмоции, а на то, что вы избавитесь от вот этих болезненных ощущений, от тяжести избавитесь, от неуверенности в себе, от болезненных ощущений в сердце и в груди. Вот от этого избавитесь, как исцелитесь. Исцеление идет. Вы в август войдете прям как шикарная звезда, да, дива. Мне вообще идет слово дива. Войдете в август, и за вами вот этот шлейф из мужичков прям тык-тык-тык за вами побегут. Да, девчонки, меняется, все меняется. Небеса помогают. Не идет, что небеса помогают. Очень вы намучились в личной жизни, вы такого не заслужили. Мучились вы по большей части, потому что вы слишком добрая, слишком любящая, слишком заботливая. Вот. А дурные люди просто этим пользовались. А теперь все меняется. Теперь императрица займет свой престол, займет свой трон. Вот в август действительно идете шлейф из мужиков. Вот смотрите, вот она вы. Идете в август, все дороги вам открыты, в руках у вас роза, а вот он шлейф, да, там одни мужики толпятся в этом шлейфе. Крутой знак, просто замечательный. Что касается того, кто разбил вам сердце, да он локти себе будет кусать, он порог ваш будет оббивать, он такую прыть покажет, да, чтобы вас добиться, чтобы вас вернуть. Там и сцены ревности могут быть, и обвинения, и признания, и клятвы, что он только не будет делать. Но только вам уже этого не надо. Вы уже такая, типа, хватит меня утомлять, да, иди домой, отстань от меня, займись своей жизнью. Локти будут кусать и реветь, как белуга, за вами, по вам, ну, потому что потерял, потому что не надо быть таким тугим, да, если тебе такое счастье в жизни выпало, и у тебя такая шикарная женщина, ну так люби ее, на руках ее носи, а ты что там выкаблучивался. А теперь все, поезд ушел. Теперь вы понимаете свою ценность, теперь вы понимаете, что вам никто не нужен, вы сама такая по себе особенная, самобытная, что это не вам нужно стараться любовь создавать, угождать мужчине. Это мужчины должны драться, соревноваться, рвать друг друга зубами, чтобы доказать, что они вас достойны. Очень сильно самооценка поменяется. И опять же, вы станете сами собой. Что вы вот одним взглядом любого мужика с ума свести сможете. Прям почувствуете свою силу, почувствуете свою красоту. Ну, дай Боже, воистину да будет так. Так оно и будет. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.